Здравствуйте, уважаемые слушатели! Начинаем изучать курс о гражданской идентичности Кыргыз-Джараны. Тема нашей лекции будет посвящена теоретическим основам гражданской идентичности. Лектором выступит Болпонова Асыл Бакытбековна, доктор исторических наук, профессор кафедры государственное и муниципальное управление, Академии госуправления при президенте Кыргызской республики. Задачи, которые мы сегодня рассмотрим. Первое. Понятие и содержание идентичности и ее виды. Второе. Гражданская идентичность, ее содержание, функции, структура и модели. Третье. Факторы формирования гражданской идентичности. Прежде чем мы перейдем к первому вопросу, понятие и содержание идентичности и ее виды, давайте задумаемся над таким вопросом. Кто я? Кто мы, что такое идентичность и так далее. Отвечая на вопрос «Кто я?», автоматически мы отвечаем и называем свое имя или фамилию. В первую очередь у нас происходит процесс самоидентификации. Мы ассоциируем себя со своим именем. Это называется персонифицированная идентификация. При ответе на второй вопрос, с кем вы себя идентифицируете и как вы себя идентифицируете, у вас происходит или идет процесс физической или ментальной идентификации с близкими родственниками. При ответе на третий вопрос, какие виды идентификации вы используете, к вышеперечисленным идентификациям вы можете добавить профессиональные виды идентификации, которые представлены здесь на рисунке. Резюмируя первый вопрос, мы можем сказать, что идентификация или идентичность – это свойство психики человека, это ощущение человеком принадлежности к определенной группе или социуму. В итоге, обобщая все представленные вопросы, мы можем сказать, что существуют различные виды и типы идентичностей. Все зависит от объекта идентификации. На представленной схеме вы видите как виды идентификации, так и типы уже социальной идентичности. Если разобрать первую схему, то мы видим, что среди всех видов идентификации выделяются три отдельные группы. Первое – это естественные, второе – это искусственные, третье – смешанные. И с правой стороны у вас представлены типы социальной идентичности. Вы видите здесь различные типы, к примеру, религиозная, региональная, языковая, гендерная, этническая, типы идентичностей. Мы переходим ко второму вопросу. Гражданская идентичность, ее структура, содержание, функции и модели. Как было указано выше, различные виды идентификации можно объединить в одно название – гражданская идентичность. Все критерии, по которым они различались, а вы видите здесь все представленные виды идентичности – гендерная, расовая, этническая – они стираются и сводятся к одному. Виды идентичности объединяет гражданская идентичность. Таким образом, гражданская идентичность – это индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. Понятие гражданская идентичность тесно связано с такими понятиями, как нация, гражданственность и патриотизм.
Конструкт гражданской идентичности разрабатывается в современной науке через близкие понятия, связанные с национальным самосознанием. Общегражданская, государственная, национальная, государственно-гражданская идентичность. В настоящее время среди отечественных и зарубежных этнологов сформировались основные подходы в изучении этничности: примордиализм, конструктивизм и инструментализм. Однако подавляющее большинство исследователей в настоящее время придерживается так называемого интегрированного подхода. На представленной схеме вы видите все 4 подхода в изучении этничности. Первое – примордиализм, рассматривающий культурно-отличительные и социальные группы как изначальные, обязательные и всеобщее объединение людей. Второе – конструктивизм. Это подход исходит из текучести и множественности идентичностей, возможности конструировать и менять идентичности так, как это необходимо тем или иным субъектам. Третье – инструментализм. Рассматривать научные понятия, теории и гипотезы как инструменты, необходимые для ориентации человека в его взаимодействии с природой и обществом. И четвертый – интегрированный подход, который объединяет все предыдущие указанные 3 модели. Выше мы упоминали, что важный элемент гражданской идентичности составляет гражданственность. Гражданственность является духовно-нравственным понятием. Одним из критериев гражданственности выступает отношение человека к социальному и природному миру, его способность устанавливать баланс индивидуальных и общественных интересов. Одним из элементов гражданской идентичности является патриотизм. Патриотизм выступает как основной социально-психологический компонент гражданской идентичности. Идея патриотизма формирует в человеке сознание и ощущение своей слитности с ними, способствует осознанию единства нации, пониманию уникальности и ценности ее исторического развития, а также сохранению самобытности и культуры народа. Предлагаем рассмотреть видеокейс о Луизе, которая в данное время проживает в городе Москва. Урматтуу мекендештер, Горький багында сейилдеп жүрүп, биздин жакшынакай, татынакай Луиза аттуу мекендешибизге жолугуп отурам. Луиза кыргыздын көйнөгүн кийип алып, жакшынакай интервью жазып аткан экен бул жерде. Луиза, саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатчылык. Сиз Кыргызстандан болосузбу? Ооба, Кыргызстандан болом, Жалал-Абадтан. Анан Жалал-Абадтан Бишкекке барып ошол жактан өскөм. Андан кийин Москвага келдим. Москвада жашасам да ошо Кыргызстан жүрөгүмөн чыкпады. Ошол себептен мен кыргыз көйнөктөрдү кийип, паркка келип, ошо орустарды үйрөтүп атам биздин менталитетке, чтобы через пару лет баары орустар кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз көйнөктөрдү кийип, ошондой болуп жүрүшсүн деп максат кылып жүрөм. Кандай сонун, Луиза? Ийгилик сизге. Силерге да ийгилик. Сиз менен жолугуп калганыма абдан кубанычтамын. Кыргыздын көйнөгүн, кыргыздын маданиятын пропагандалап жүргөн турбайсызбы? Сизге чоң рахмат. Пропаганда кылам да, анан башка элеме болбой калды. Вот так и. Кандай сонун, Луиза? Вы меня уже запутали. Кандай сонун. Сизге чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Карабайсызбы, кандай сонун. Кыргыздын көйнөгүн кийип алып, кандай сонун жарашат Луизага. Бул сейил баганын көркүн ашып атырсыз, Луиза. Бул көйнөк менен сейил бактын көркүн ашып атырсыз. Как вы видите, на представленному кейсу есть вопросы, которые требуют самостоятельного обсуждения или коллективного обсуждения. Первый вопрос.
Как вы думаете, что она имела в виду фразой «У меня Кыргызстан остался в сердце»? И второй вопрос. Можно ли отметить, что она сформировала или определила свой гражданский подход в идентичности? Переходим к третьему вопросу. Факторы формирования гражданской идентичности. Как было сказано выше, гражданская идентичность берет за основу идентификацию с политическими сообществами граждан. Среди факторов становления и поддержания гражданской идентичности наиболее значимы: первое – общее историческое прошлое; второе – самоназвание гражданской идентичности; третье – общий язык, который является средством коммуникации и условием выработки разделяемых смыслов и ценностей; четвертое – фактор – общая культура, как политическая, правовая, экономическая, которая будет построена на определенном опыте совместной жизни и фиксирует основные принципы взаимоотношений как внутри общества, так и вне. И пятый фактор – переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний, особенно связанных с реальными политическими действиями. Все эти 5 основных факторов являются основными для становления и поддержания гражданской идентичности. В конце нашей первой лекции сделаем выводы. Первое. Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к той или иной значимой для него группе или общности. Второе. Гражданская идентичность – это индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. Третье. Понятие гражданская идентичность очень тесно связано с такими понятиями, как нация, гражданственность и патриотизм. И четвертое. Среди факторов становления и поддержания гражданской идентичности наиболее значимы общее историческое прошлое, самоназвание гражданской общности, общий язык, общая культура и последнее – переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний, особенно связанных с реальными политическими действиями. В течение изложения первой лекции вы познакомились с представленными новыми терминами, такие как идентичность, гражданская идентичность, виды идентичности, как этническая, национальная, религиозная и другие. На данном слайде представлены контрольные вопросы для закрепления материала. Как вы видите, эти вопросы дают возможность более углубленно подойти к этому вопросу и изучить с помощью дополнительных материалов. Также для того, чтобы более углубленно изучить материал по лекции номер 1, слушатели должны разобрать представленные 3 кейса, цель которых является определение роли патриотизма при формировании гражданской идентичности. Ниже представлены вопросы к видеосюжетам. Наша первая лекция опиралась на представленную литературу. Наша первая лекция по курсу Кыргыз Жараны завершилась. Спасибо за внимание.